Абзирашвимыз хахуп Израиль акалак Тель-Авив. Узбаша хаан митахцует Израиль по медицине. Яхбаз ихахазрат шоп зиграб хинарглана харахза интересацан избан Израиль по медицина адунеч зеги регупха израбхазо шатас ямой и яшачкана ибзин эйчкау мараха гобзирахчарам. Ай, абаса так ахцует Израиль по медицина ахатабзира хараку. ويزه خطيوفش ليتحصل يفسي تحوي وجا حرا دحزب شوب توب السوطة زخدزوم حكيم خدا شالا فياتشو هيشترايك باي Здравствуйте. 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 Ну, начнем, скорее всего, со статистики, да, международной. Вот сколько пациентов в год проходит через вашу клинику? Вот наш международный отдел в среднем в течение года принимает более 3000 человек. Это пациенты с различными заболеваниями. Преимущественно это заболевания онкологические, патологии сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Есть пациенты, немало пациентов поступает с офтальмологическими проблемами, то есть заболевания глаз, с лор-патологией. То есть направления совершенно разнообразные. И по каждому направлению у нас работают ведущие специалисты. Это, как правило, профессора, заведующие отделениями, люди с очень большим опытом, и я бы даже сказал, с международным опытом. Потому что у нас лежат пациенты с многих стран мира. Есть пациенты из Англии, из Франции, из других стран, которые приезжают конкретно к какому-то специалисту, который владеет в совершенстве определенной методикой лечения данного заболевания. Мы вчера посещали Топасуту, и увиденное, конечно, нас впечатлило. А в чем успех вашей клиники? Успех нашей клиники и вообще успех современной медицины, он складывается из двух факторов. Это квалификация специалиста, и это то, что специалист имеет в своих руках для выполнения лечебно-диагностических мероприятий. То есть высокотехнологичное оборудование. Это то, чем славится Израиль. Много из этого оборудования, из методик, создано непосредственно в Израиле. И понятно, что вот эти методики и оборудование, они используются и в других странах мира. Точно так же, как Израиль использует современные методики, которые разработаны в медицинских центрах других стран, в своей практике. Но сами понимаете, что методика в руках автора, она всегда более авторитетна и более полезна. Вот как происходит взаимодействие международных пациентов и использование всех ресурсов израильской медицины? Во-первых, естественно, созданы определенные алгоритмы. То есть алгоритм приема пациента. Когда к нам поступает заявка от пациента, с ним выходит на связь наш администратор и выясняет определенную ситуацию с этим пациентом. То есть, почему он к нам позвонил, куда именно, какая проблема у него. Когда выясняются все эти вопросы, то заявка передается на рассмотрение к врачу, специалисту в данной области. И врач связывается уже напрямую с пациентом для того, чтобы выяснить, во-первых, диагноз, во-вторых, какие мероприятия были проведены по месту жительства с этим пациентом. И, как правило, выясняется, почему же все-таки пациент подал заявку к нам, чем он недоволен, что его не устраивает. Когда мы получаем ответ на эти вопросы, мы начинаем понимать, что мы можем предложить этому пациенту, в отличие от того, что он уже получил по месту жительства. И есть ли смысл вообще его приглашать к нам? Потому что бывают ситуации, когда пациенту кажется, что он может что-то здесь получить необыкновенное, но при разговоре с врачом выясняется, что то, что делает ему по месту жительства, это тоже вполне, адекватно, и для этого не нужно приезжать в Израиль. Но я вам сказал о количестве поступающих пациентов к нам, то есть более 3000 в год. Поэтому, как правило, все-таки есть основания для приезда в Израиль, для того, чтобы получить высококвалифицированную помощь с использованием современного оборудования, технологий. Я, может быть, забегаю немножко вперед, но на сегодняшний день по ряду очень серьезных патологий Израиль находится на первом месте в мире. В частности, онкология. Единственное, конечно, наше пожелание в этой ситуации – постараться своевременно к нам обращаться. У нас есть сейчас много
методик лечений, препаратов, которые дают возможность вылечить пациента. Не просто вызвать длительную ремиссию, а даже вылечить его. Такие, как, например, заболевания крови, лимфома и так далее. У нас не так давно была пациентка с Северного Кавказа, по-моему, девочка 17 лет, у которой поставили диагноз лимфома с метастазами во все органы. И там сказали: все, поезжайте домой. Значит, они приехали к нам. В течение 4 месяцев она у нас находилась на лечении. И в заключении было врачей полное выздоровление. То есть, конечно, это все, наверное, стоит, это недешево, но на кону стоит жизнь. И тут, естественно, каждый должен сам для себя решить, насколько он готов к этому. Это шанс, который ему дает Израиль. Использовать этот шанс или нет, это уже, так сказать, в его власти. Какие современные методы внедряете в вашей клинике для того, чтобы победить рак? Есть многие методики, суперсовременные. Это операции с использованием роботов, это особо точные операции. Это операции, с использованием навигационного оборудования, когда во время операции хирург очень четко видит границу между пораженной тканью и здоровой тканью. И это очень важно, потому что нужно не просто удалить, допустим, опухоль, а удалить ее так, чтобы не повредить клеточки здоровые клеточки органа. То есть, чтобы человек после этой операции не был инвалидом. Используют такие методы, как фотодинамический метод, криотерапия, лазеротерапия, лучевые терапии, протоновый пучок – это не так давно созданная методика. У нас, в отличие от гамма-ножа, допустим, я почему так говорю, потому что многие пациенты говорят, когда с нами связываются: а вот гамма-ножом можно делать, а у вас делают, а вот там другие методы. Значит, все делается в Израиле, но все делается по показаниям. Поподробнее несколько хотелось услышать про оборудование и обследование пациентов. Какой набор обследования доступен в Израиле? Знаете, если мы говорим об объеме обследования, то любой. То есть нет ограничений. Он просто делается по показаниям. Когда пациент поступает к специалисту, допустим, к онкологу, то назначается, как правило, имеется пакет обследований. Он включает в себя обязательно несколько параметров, кроме других вспомогательных. Это биопсия, как правило. То есть мы должны знать клеточный состав данной опухоли, если мы сейчас говорим о онкологии. Это, как правило, делается ПЭТ-КТ, это позитронная эмиссионная томография. Это обследование нам дает вопрос о распространенности процесса. То есть мы видим метастаз, допустим, если он есть, очаг, до 3 мм, где бы он ни находился в организме. Мы его обязательно увидим. А это, и есть, естественно, делаются онкомаркеры, делаются многие другие виды исследований, МРИ, КТ, и все виды обследования проводятся. Это нам дает возможность определить тактику дальнейшего лечения. Потому что если это локальный процесс, то оптимальный вариант – это оперативное удаление этой опухоли. Если мы видим, что имеется большая распространенность процесса, то, конечно, подключаются уже другие методики. Это и фотодинамическая терапия, довольно интересная методика, когда человеку удается принять капсулу с определенным составом. Внутри вот этот состав, который находится в капсуле, поглощает только раковые клетки. А затем воздействие специального светочувствительного оборудования воздействует именно на этот препарат, на это вещество, которое поглотили раковые клетки. Соответственно, избирательное действие, то есть убиваются раковые клетки, а здоровые клетки остаются неповрежденными. Используются другие методы, такие как, например, абляция. Есть фокусированная ультразвуковая абляция, когда за счет специальных, очень мощного излучения ультразвукового, воздействия ультразвуковых волн, вернее, разрушается опухоль. Но во время операции есть такой ультразвуковой тоже, допустим, на головном мозге, когда делается на опухоли, она буквально превращается в водичку. То есть разбивается эта опухоль. Вот Израиль занимает первое место по использованию стволовых клеток. Расскажите про это, пожалуйста. Это действительно так. Значит, в Израиле разработана своя методика лечения с использованием стволовых клеток. Ведущими в этом отношении является профессор Славин. Методика отличается от тех методик, которые используются в других странах, своей пролонгацией. Так как мезенхимальных клеточек очень мало, то они берутся у пациента,
и где-то примерно в течение 4 месяцев они выращиваются в специальном инкубаторе. И когда их количество достигает 50 миллионов примерно, тогда пациент приезжает повторно и проводят введение вот этих стволовых клеток. Это дает возможность нам сейчас с оптимизмом смотреть на лечение таких заболеваний, как рассеянный склероз, как другие заболевания, сопровождающиеся дегенерацией и дистрофией тканей. Обычно пациенты, которые приезжают в Израиль, тяжелая группа, видим, пациентов, потому что уже какое-то лечение получили, эффекта нет, они обычно с какой-либо еще сопутствующей патологией тяжелой. В таких случаях как производится обследование и госпитализация, и дальнейшее их наведение? Вот эти вопросы как раз выясняются на доприездном периоде. Вот когда врач беседует с пациентом, он выясняет его анамнез. То есть какое основное заболевание, какие еще заболевания есть у пациента, по поводу каких заболеваний он бы хотел пройти обследование и лечение у нас. И к моменту приезда пациента практически все готово. В день приезда уже назначается консультация, в зависимости от его времени прилета. Или в этот день, или на следующее утро уже идет консультация специалиста, и уже назначено то базовое обследование, которое назначил врач, когда разговаривал с ним по телефону. Если же специалист считает, что нужно какое-то другое обследование, значит назначается дополнительное обследование, в течение буквально нескольких дней выполняется это обследование. У нас есть такой пакет обследований, который называется чекап. Нередко приезжают здоровые люди специально для проведения такого обследования. Это обследование выполняется в течение 3-4 дней и затрагивает абсолютно все сферы организма. Идет консультация всех ведущих специалистов вместе со всем инструментальным обследованием и лабораторным. Одновременно проводится проверка на онкомаркеры, на функцию легких, печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. У мужчин это уролог, как правило, у женщин гинеколог. Это все входит в пакет. Что это дает? Это дает возможность, во всяком случае так считается, и практика это подтверждает, что в течение последующих 5 лет человек в какой-то степени имеет гарантию, что ничего серьезного с ним не произойдет. За исключением травмы, естественно. И это очень существенно. Для этого к нам приезжают иногда целыми семьями, для того, чтобы пройти вот такой чекап. Сейчас есть очень интересные методики предварительное определение, может ли быть у вас вообще сердечно-сосудистая патология или онкологическое заболевание. Причем используется, например, для анализа ваш волос. И по волосу есть специальные у нас структурные лаборатории, которые по волосу могут сказать, имеется ли склонность к данному заболеванию или не имеется. Причем это не какой-то, это научно доказанный метод, который сейчас достаточно широко входит. Да, что-то в этом духе. Который сейчас активно входит в возможности диагностики. Человек, который болеет, тем более такими тяжелыми заболеваниями, в Израиль обращается уже как еще соломинка, шанс. Да? Здесь медицина очень известна своим качеством, поэтому уже когда совсем плохо, люди, особенно из стран СНГ, как со соломинку держатся за Израиль, находят ли возможность попасть к вашим врачам. И, конечно же, это в первую очередь доверие пациента, а больной человек, он очень уязвим. Как вы сохраняете это доверие в своих пациентах и как вы проверяете уровень квалификации своих врачей? Насчет доверия, это вопрос очень актуальный, потому что когда мы начинаем говорить с пациентом, нередко мы слышим такое: мы боимся мошенников, боимся, чтобы нас не обманули. И поэтому, когда я говорю с пациентом, я ему предлагаю следующий вариант просто. У нас не проводится никаких предоплат. Оплата только по факту. Что это значит? Это значит, что вы приходите на беседу с врачом, вы знакомитесь с врачом, вы видите центр. Если вы хотите, вы общаетесь с другими пациентами. И только после того, когда вы решаете все свои проблемы и понимаете, что да, вы попали туда, куда нужно, только после этого идет оплата. Игорь Александрович, помимо мощной медицины, Израиль еще славится своим сервисом в этом плане, то есть так называемый медицинский туризм. Могли бы поподробнее рассказать нам, что входит в этот сервис? В этот сервис входит, кроме медицинской части, и туристическая часть. То есть если пациент хочет поехать к нам, допустим, в Иерусалим, или на Мертвое море, или в Илат, то даже уже в предварительном разговоре, когда мы с ним говорим, этот вопрос выясняется,
И к моменту его приезда уже все готово. То есть готов тур, уже забронирован номер там, где он хочет. Если нужно сопровождение, транспорт, все дается индивидуально. Никаких проблем с этим, как правило, не бывает. Это как раз самая несложная часть этого медицинского туризма, как вы сами понимаете. Потому что самое сложное – это все-таки здоровье, это лечение. А организация туристической поездки никаких проблем у нас не представляет. Я цахтут Израиль медицина официара. Дарад интерес цохар азиха хархартаку ирваган акиба чимазара яд халу информация. Абра уже хахиху атыпач имя пургует радиооблучение за что ари ичусут ширцроб яха иманшалу бхибхадзуб изванзара химиотерапия аую игобзера найсязит шазар. Хара излахар хазала информация статистика шаху ала пшини вивяба процента губху киба анаму абрипшихо радиооблучение аштах абхус де кудерхойт агис игуян дайзер хани вивяба процента шансы хопуя чимазара даяйуитха аштах игу аппарат адуния чуиджира хиджира тыпрачопи хылгу аппарат аби компьютерный томограф хазжуи аби радиооблучение рейд халан йогу уезы организм зиге прохагамка ярамния киба чимазара хылгу и накуршина. Хотелось бы немного остановиться на диагностике. Какое медицинское оборудование используется в израильской медицине? Лучевая или радиотерапия – это вид лечения, использующий энергию облучения для уменьшения опухолей, как правило, злокачественных. Данный вид облучения снижает новообразование очень точно, биологическим методом, замедляя и останавливая распространение опухолей. Нас очень интересовало лечение онкологии в Израиле, так как этот беспощадный недуг набирает трагические масштабы в нашей стране. В Израиле последние годы в разы уменьшилось количество смертей от рака. Несомненно, это доказательство успеха израильской медицины в лечении онкологических заболеваний. В израильской клинике умеют выявить болезнь на начальной стадии и предотвратить ее развитие. Локализуется практически любой очаг заболевания в легких, желудочно-кишечном тракте, матке, мягких тканях, эндокринных железах и кровеносной системе. Выздоровление наступает в 90% случаев. Кстати, и еще одна особенность, на которую я обратила внимание. В израильских больницах посетители не носят бахилы и белый халат. А также нам сказали, что посещать больного разрешается в любое время, и время посещения не ограничено. А мы пойдем дальше, пообщаемся с врачом ультразвуковой диагностики. Какие виды исследований вы проводите? Мы проводим широкий спектр исследований почти всех частей организма, УЗИ всех органов брюшной полости, доплер печени, почек, кровеносной системы ног, сонной артерии, УЗИ шеи, щитовидной железы. Мы выполняем почти все виды УЗИ, какие только можно себе вообразить. У нас есть все необходимое для этого оборудования. А насколько современное оборудование, на котором вы работаете? Прибор, который вы видите, сделан в Италии. 2-3 года назад это новейшее оборудование, в котором есть все возможности современного УЗИ, какие имеются сегодня в мире. У нас есть также оборудование, произведенное в этом году, но его возможности ничем не отличаются от данного образца. Сколько времени обычно занимает эта процедура? УЗИ – это довольно быстрое исследование. УЗИ брюшной полости или щитовидной железы или любого одиночного органа можно закончить за 10-15 минут. К тому же здесь нет облучения, так что продолжительность не очень важна. В УЗИ нет ничего вредного, никаких побочных эффектов. Даже если кто-то приходит на УЗИ с различными трансплантантами в теле или под кожей, это ничему не мешает. В связи с появлением дополнительных методов обследования, как компьютерная томография, магнитно-резонансная терапия, исследования, какова роль УЗИ сегодня? Она также является самым популярным методом исследования, как ранее?
У УЗИ до сих пор есть некоторые преимущества перед компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией. Например, УЗИ щитовидной железы является решающим, также исследование лимфатических желез или подкожные исследования. В этих случаях УЗИ обладает более высокой точностью, чем КТ или МРТ. Это верно также при некоторых исследованиях органов брюшной полости, например, при камнях в желчном пузыре, которые почти невозможно обнаружить с помощью другого оборудования, тогда как с помощью УЗИ они обнаруживаются с легкостью, так что УЗИ остается и останется популярным. УЗИ относительно дешевое исследование, поэтому нет никакой проблемы сделать УЗИ любого органа любому пациенту. После проведения УЗИ и в соответствии с его результатами мы можем рекомендовать, какие необходимо провести дополнительные исследования КТ, МРТ или ПЭТ-КТ. К тому же с помощью УЗИ проводится доплер, то есть проверка состояния кровотока, которую невозможно сделать с помощью ни одного другого прибора. Чтобы показать, как работает современное УЗИ, доктору нужен был пациент. Им выступил наш оператор Роберт Ломи. Так мы узнали, что у нашего оператора печень и поджелудочная железа в норме. Слова такого первоклассного специалиста нас обрадовали, и мы с легким сердцем поспешили на следующее интервью. Хочу заметить, что уровень профессионализма израильских врачей всегда под контролем, поэтому в признанных медучреждениях вы не встретите плохого доктора. Уровень медицины, а также репутация израильских врачей являются одними из самых высоких в мире. Следующий герой нашей беседы – доктор Яков Коэн, врач с большим опытом и высокой квалификацией, заведующий гинекологической клиникой Aya Medical. Какие виды хирургических вмешательств вы проводите? Наверное, надо начать с того, что я руководитель клиники Aya Medical, являющийся холистическим центром женской медицины, в которой занимаются всеми аспектами женского здоровья, проблемами, требующими хирургического вмешательства, онкологией, эндокринологией, лечением заболеваний тазового дна и многими другими. В клинике работают специалисты разных направлений. В сущности, не существует гинекологической операции, которую бы мы не могли произвести в рамках специализации нашей клиники. В этой связи стоит упомянуть хирургию молочной железы, как в случае рака, так и в рамках эстетической гинекологической хирургии, удаление миомы, хирургию тазового дна и удаление кисты яичников. Мы производим большинство современных операций в области гинекологии, эндоскопические и лапароскопические, гистероскопические операции, а также операции с применением роботизированной системы да Винчи. Какими методами анестезии вы пользуетесь на обезболивание? Мы пользуемся всеми видами анестезии, начиная с местной, в случаях, когда требуется масштабное хирургическое вмешательство, регионарной, эпидуральной или спинальной анестезии и общей анестезии, которая также бывает разных видов, более легкая и более глубокая. Это зависит от вида и длительности операции, от сопутствующих заболеваний пациентки. Например, пожилым женщинам, проходящим вагинальные операции, мы предпочитаем не давать общий наркоз, ограничиваясь эпидуральной или регионарной анестезией, при которых пациентки остаются в сознании почти все время операции, причем нет проблем с сохранением гемодинамики. Перед операцией каждая пациентка проходит консультацию с несколькими анестезиологами, которые проводят предварительный анализ ее состояния и приходят к совместному решению о виде и дозировке наркоза. Можно ли полностью вылечиться от рака женских заболеваний? Прежде всего, это зависит от вида рака. Идет ли речь о раке матки, раке шейки матки, раке яичников. Мы уверены, что каждая женщина должна раз в полгода проходить гинекологическое обследование, включая УЗИ. Это позволит обнаружить любую проблему на ранней стадии. Кроме того, раз в год каждая женщина должна проходить ПАП-тест шейки матки. В нашей клинике есть все необходимые средства для произведения кольпоскопии, УЗИ, доплерографии, гистероскопии, то есть все для ранней диагностики и профилактической медицины. В нашей команде есть как онкогинеколог, то есть онколог, являющийся специалистом по женским заболеваниям, так и гинеколог-онколог или гинеколог, специализирующийся в онкологии. Такое сотрудничество специалистов разного профиля дает возможность комплексного подхода и правильного планирования лечения. Иногда необходимо начать онкологическую терапию до операции, иногда после. Опыт показывает, что эта система работает великолепно.
Применение робота да Винчи в гинекологических операциях позволяет нам добиваться успеха даже в самых тяжелых ситуациях с минимальными побочными явлениями. Например, при операциях, требующих вскрытия брюшной полости, что у женщин с избыточным весом часто вызывает различные отрицательные эффекты, применение робота позволяет сделать операцию более точной и безболезненной. Приведу вам пример. Недавно к нам поступила пациентка из Москвы с подозрением на наличие лимфомы. Ей сделали ПЭТ-КТ. Исследование обнаружило инородное тело в матке, которое мы определили как раковую опухоль. Женщина весила 175 килограмм, и было практически невозможно и смертельно опасно скрывать ей живот. После 2-3-часовой операции с применением робота пациентка вернулась домой. Нам удалось ликвидировать опухоль даже без химиотерапии. Я думаю, в лечении не надо основываться только на состоянии пациентки или только на существующих методах. Мы тщательно исследуем каждую пациентку и индивидуально подбираем для нее правильный, наиболее безопасный вид операции, сочетая онкологию, хирургию, а также альтернативную медицину. Например, у упомянутой мной пациентки были тяжелые приливы, и мы предоставили ей выбор альтернативной терапии для женщин в период менопаузы, чем значительно улучшили качество ее жизни. Мы можем гордиться онкологическим лечением Via Medical. Сегодня мы действительно успешно диагностируем онкологические заболевания на ранней стадии. У нас есть для этого все необходимые средства. Какой процент мини-инвазивных органосохраняющих операций по сравнению с традиционными открытыми операциями? Сегодня процент эндоскопических операций в Via Medical составляет до 70-80%. Когда я начинал свою карьеру, эндоскопических операций еще не существовало. Я и мой партнер, доктор Лаксман, мы были одними из первых израильских хирургов, начавших применять эндоскопические методы в гинекологии в Тель-Авиве, в медицинском центре Ихилов. Тогда это была экзотика, и процент таких операций не превышал 5%. Сегодня мы вместе проводим до 80 эндоскопических операций. По нашему мнению, многим женщинам не стоит делать радикальные операции. Например, мы далеко не всегда полностью удаляем матку. Мы предпочитаем минимальное хирургическое вмешательство с помощью эндоскопии. Например, в случае удаления миом, кист при удалении яичников. Поэтому даже удаление матки мы во многих случаях выполняем эндоскопическим методом. Рак женских органов. В каких случаях нужна операция? Это зависит от стадии развития опухоли, когда мы ее обнаружили. На ранних стадиях в онкогинекологии принято сначала применять хирургию. Это также зависит от состояния здоровья пациентки. Может ли она с медицинской точки зрения пройти операцию. Например, если опухоль находится в шейке матки и она на ранней стадии, мы или предпочитаем лапароскопическую хирургию, или обычную операцию, или операцию с применением робота да Винчи. Однако на определенном этапе мы вынуждены предварять операцию лучевой терапии. Это также зависит от размера опухоли, ее локализации, степени ее метастазирования. Например, 2 недели назад у нас была пациентка из бывшего СНГ с подозрением на эндометриоз. Однако обследование в клинике не подтвердило диагноз. Я заподозрил, что речь идет о злокачественной опухоли. Пациентка прошла диагностику с помощью ПЭТ-КТ и МРТ. И действительно оказалось, что речь идет о злокачественной опухоли в области живота. Мы выполнили диагностическую лапароскопию и исследовали опухоль в животе. Провели, где точно она находится. Мы также обследовали весь живот, взяли несколько биопсий, по результатам анализов направили пациентку на химиотерапию. Когда пациентка закончит курс химиотерапии, мы надеемся, что опухоль уменьшится в размере, и мы сможем выполнить лапароскопическую операцию и удалить матку и яичники. Таким образом, позвольте повторить это еще раз, очень важен мультидисциплинарный подход, работа группы разнопрофильных врачей. По каждому случаю мы собираем консилиум, вырабатываем совместное решение и только тогда приступаем к лечению. Решение об операции принимается как минимум 2 врачами. Мы садимся и обсуждаем все аспекты. Понятно, что если один из участников консилиума, руководитель центра вроде меня, то у него есть особое право вето, которое может быть наложено только после глубокого анализа и долгого обсуждения. По-моему, это и есть настоящая медицина, на которую не влияют никакие немедицинские факторы. Когда ты честен с пациентами, честен в применении медицинских методов, твое лечение самое правильное в мире. Еще один вопрос. Женщина, которая перенесла рак, если она репродуктивного возраста, она может потом иметь детей? Это опять же зависит от вида опухоли. Как я уже сказал, мы предпочитаем малоинвазивные хирургические методы, чтобы как можно меньше нарушить работу женского организма.
Так что если, например, речь идет об опухоли яичников, мы часто ограничиваемся удалением опухоли или удаляем один яичник и оставляем второй до тех пор, пока женщина не забеременеет, в том числе с помощью ЭКО. В нашем центре есть консультант-репродуктолог, ответственный за сохранение репродуктивной функции, и мы в каждом конкретном случае вместе думаем, как это сделать. Сохранить яйцеклетку или весь яичник, делать ли ЭКО, развивать зародыши или заморозить их, или надо сделать инъекции для прекращения работы яичника до окончания химиотерапии. Сохранение репродуктивной функции очень важна область женской медицины и онкогинекологической в частности. Мы можем спланировать хирургическое воздействие и онкологическую терапию в целом так, чтобы сохранить пациентке способность к деторождению. Идет ли речь о проблеме локализованной в яичниках или в матке. При этом мы сохраняем ее репродуктивную функцию и здоровье пациентки. И это одно из высших достижений современной израильской гинекологии. В последнее время мы все чаще слышим о медицинском туризме, а в Израиле мы еще увидели, как организован медицинский туризм. Современный медицинский туризм – это развивающаяся отрасль современной медицины. Это когда пациент получает не только медицинскую помощь, но и по желанию ему организовывать отдых и туристические поездки. Но об этом в заключительной части нашей передачи о израильской медицине. Не пропустите Агуэйсера в понедельник в вечернем эфире Абхазского телевидения.